Доброе утро, Якутия! На календаре 28 марта, и вместе с вами сегодня я, Дарья Анкехова, и, конечно, одна из самых любимых программ на телеканале Якутия-24 «Утро Якутии». Сегодня необычный день. Спросите, почему? Да все потому, что мы сегодня сможем наблюдать парад планет, и об этом мы поговорим чуть позже. Также мы узнаем с вами обязательно, что же за профессия такая нутрициолог. Интересно, чем он занимается, ну и, конечно, с какими вопросами можно к нему обратиться. Далее сегодня, конечно же, нас ждут постоянные рубрики. Это «Говорим правильно». Обязательно у нас сегодня будут интересные гости. Ну и, конечно, дорогие друзья, мы напоминаем вам о том, что мы работаем в прямом эфире. А это значит, что у вас есть возможность принять участие в нашем эфире. Для этого вы можете отправить свое сообщение, задавать вопросы нашим гостям по номеру телефона, который вы видите прямо сейчас на экране. Ну а также, дорогие друзья, вы можете присоединиться к нашему телеграм-каналу. Сегодня у нас еще будет очень интересная тема. Экспедиция, которая прошла по маршруту Иркутск-Якутск по следам древних, Ямщицкий тракт. Об этом мы говорили, конечно, не раз в наших эфирах, но сегодня мы сможем поговорить непосредственно с участниками этой интересной экспедиции, ну и, конечно, узнать все подробности. Оставайтесь с нами, ну а начнем мы, как всегда, с рассказа о погоде. В центральных районах температура воздуха на 6 часов утра была -1 градус. В Заречной группе -7. В южных районах 2 градуса ниже 0. В Вилюйской группе до +2, в Нижнеленских 8 ниже 0. В западных районах ожидается 2 градуса тепла, в Колымо-Индигирской группе Лусов 17 градусов со знаком минус. В Янских районах -3, -25, на северо-западе 26 ниже 0. В Якутске температура воздуха на 6 часов утра была на отметке -2 градуса. Атмосферное давление 735 миллиметров ртутного столба. Ветер южный 4 метра в секунду. Сегодня днем небольшой снег. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ожидается до +6 градусов. Ну а сейчас давайте по нашей доброй традиции узнаем, какие же памятные даты и праздники отмечаются сегодня. На календаре 28 марта. Сегодня отмечают День больших перемен, День уважения кошки, День рождения стиральной машины, Всемирный день историка, День резиновых калош. По народному календарю сегодня отмечают Александров день лесное ухоженье. На Александра ждали прилета первых чаек. Это предвещало вешнее тепло и скорое начало ледохода. А вот если птицы сразу начинают купаться, это сулило ненастную погоду. Этот день назывался лесным ухоженьем, потому что полагалось с большим уважением отзываться о лесе, который во многом был кормильцем крестьян, давал грибы, ягоды, дичь, целебные травы. Чтобы не заблудиться в лесу, произносили особые заговоры. События в этот день. 28 марта 1709 года считается днем рождения саксонского фарфора. День основания Московского Большого театра. В этот день была запатентована первая стиральная машина. Чикаго официально зарегистрирован как город. В этот день в Санкт-Петербурге открылась первая женская гимназия в России. В Лондоне состоялся первый в истории чемпионат мира по тяжелой атлетике. В Турции город Константинополь переименован в Стамбул. Была зафиксирована вспышка сверхновой звезды ASN 1993J в галактике М81. В этот день родились Ян Амос Каменский, чешский педагог-гуманист, основоположник научной педагогики. Екатерина Дашкова, русский литературный деятель, княгиня. Христофор Зигвард, немецкий философ-логик, психологист. Максим Горький, русский и советский писатель, драматург, общественный деятель. Марина Роскова, советская летчица-штурман, майор, Герой Советского Союза. Михаил Анчаров, советский поэт, писатель, сценарист, бард и художник. Иннокентий Смоктуновский, советский и российский актер театра и кино, народный артист СССР.
Александр Митта – советский и российский кинорежиссер, актер, сценарист, народный артист России. Айрис Чан – американская писательница, историк, журналист. Именины сегодня отмечают Александр, Алексей, Денис, Михаил, Тимофей. В конце прошлой недели завершилась экспедиция Ямщицкий тракт Иркутск-Якутск, о которой мы не раз рассказывали вам в рамках нашего утреннего эфира. В этой экспедиции принял участие и наш коллега Руслан Ачиров. Именно поэтому он отсутствует вот именно сегодня этим утром с нами, потому что действительно экспедиция была долгая, он отдыхает. Но и сейчас мы готовы показать вам небольшой сюжет именно об этой экспедиции. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста. У нас экспедиция. Мы по следам потомков ямщиков идем. Было такое. Да, мы идем с Иркутска до Якутска. Вот, и мы сейчас пошли, выбрали эту дорогу до Усть-Кута. И вот хотели узнать, не знаете ли вы, есть там дорога, нет? Дальше. Да, в общем-то есть, но она такая, знаешь, ее, как тебе сказать, вы на своих пройдете. Можно, да? Да, ага. Но машины не проваливаются, ничего там. Ходят? Перед вами проезжал как-то простой, газушка простая, туда 2 коней повелся. До него 30 километров, да? Ну и до него машины точно ходят, да? Ходят, да, и дальше, а дальше шаром кати. Средняя скорость движения 26 километров получилась. Кстати, 128 километров прошли. Ну, с 3 часов, в общем-то. Сейчас сколько покупались? Да. Там покушали. Ну, тут полчаса еще потеряли на этом, собственно, на провале. Да? Есть хорошие новости, то есть дорога до Усть-Кута 190 километров. Здесь, в принципе, несмотря на наледи, в целом есть. Вот, мы сейчас на такой базе. Здесь есть также верстовой столб. Ну, а не очень хорошая новость то, что, в принципе, мы рассчитывали как-то после такого длительного пути, может быть, найти домик, но все занято. Вот поэтому сейчас мы встанем здесь на площадке, переночуем и, думаю, где-то часа в 4 утра двинемся дальше. Все планы по... Ну а сейчас мы рады поприветствовать в нашей студии утренних гостей. Это Александр Чубаков, он является руководителем экспедиции, а также Александр Сгоба, который является видеооператором. Доброе утро. Доброе утро. Ну, первый вопрос, конечно, к организатору экспедиции. Как пришла идея и какая основная цель? С чего вдруг захотели пройтись по этому маршруту Иркутск-Якутск? Идея зародилась порядка 7-8 месяцев назад. У нас есть свой YouTube-канал. Вообще компания у нас занимается производством вездеходной техники. И под одним из видео появился комментарий. Если ваша техника доедет своим ходом до Якутии, я там с удовольствием приобрету ее. Ага. Спортивный интерес проснулся. Мотивация появилась, да? Угу. Начали прорабатывать маршрут. Вообще можно, не можно это сделать. Ничего невозможного нету. И начали прорабатывать маршрут. Было несколько маршрутов там и по Зимнику, и там по дорогам, и по бездорожью. Начали ковырять немножко историю и узнали, что в 23-м году год является 280 лет со дня образования Иркутско-Якутского Ямщицкого тракта. Угу. И решили приурочить данную экспедицию к этому событию. И вот, получается, больше 2/3 пути мы прошли по Ямщицкому тракту. То есть такой символичный, да, путь у вас был. Хорошо, ну, конечно же, вопрос к видеооператору. Все нужно было, так сказать, зафиксировать на видео. С какими сложностями, возможно, столкнулись вы? Как повлияли погодные условия? Ну, я бы не сказал, что погодные условия сильно повлияли. Техника проверенная временем уже и всевозможными условиями съемок. Были, ну, так скажем, экстремальные условия, там минус 43 градуса на улице, минус 27 в кабине. Но техника справилась хорошо, технике я доверяю.
Скорее были сложности именно со съемкой в движении из кабины, потому что все трясется, все, как бы дорога это не хайвей асфальтовый, поэтому, ну, тут спас телефон, который я, в общем-то, и не рассчитывал, что он настолько хорошо снимает. Спас телефон, снимал очень много на телефон. А вот в остальном техника показала себя лучшим образом. Мгм. Я вижу, вот на кадрах сейчас у вас были девушки в экспедиции, или это просто с вами сфотографировались? Это фотографировались с нами, да. Очень много людей подходили, просили сфотографировать, интересовались техникой, вообще нашей экспедицией. Неожиданно было большое внимание приковано к экспедиции. Мгм. Мы сейчас видим кадры, да, вот вообще, что касаемо именно маршрута на вездеходах, какие особенности были вот передвижения? Как справилась техника? Техника показала себя очень, прямо очень, ну, даже честно, я такого не ожидал, что мы сможем проделать такое расстояние, и там было, ну, пару минимальных поломочек, но вот это, они не влияли на ход экспедиции, то есть не ходовые качества. И, в принципе, доехали нормально. Ну, то есть ждем того подписчика, да, который Нет, обещал. дальше я про него связались? расскажу. Мы Ага. с ним связались, он, Вадим Худаев, он оказался с Алекминска. Он нас встретил, пришел к нам и сказал: все, ребята, вы большие молодцы. Как бы я свое слово тоже держу, и как бы вот еще один наш клиент. Вот так, да, Да. то есть Мы встретились. получилось, да, Да, это да. не слова на ветер, и действительно вы доказали, да, что пройти можно на вездеходах. Ну что, мы сейчас, дорогие друзья, прервемся на короткую паузу, ну а после вернемся и, конечно же, поговорим еще, да, вот. А если взять сейчас буквально есть несколько секунд, вот Якутия в 3 словах для вас, это что? 3 слова, Якутия. Очень много светофоров. Светофоры, да? Больше всего удивили светофоры, еще что? Морозы. Якутия-то? Вот мы когда Морозы. пересекли Иркутскую область и Якутия, вот сразу, то есть там плюс, здесь минус, и минус резкий, плюс 10, минус 40. Вот так вот контраст И такой. третье это И третье — гостеприимство. гостеприимство. Да, очень классное. Вот на такой замечательной ноте мы передаем слово нашим коллегам из новостного отдела, ну а позже продолжим говорить об интересной экспедиции, которая завершилась совсем недавно. Это Ямщицкий тракт, Иркутск, Якутск. Оставайтесь с нами. Доброе утро, Якутия. В студии Кристина Якупова. В республике продолжается работа по оказанию мер поддержки и адресному сопровождению участников специальной военной операции и членов их семей. Налажена комплексная система оказания медицинской и психологической помощи. Также в республике организована помощь в трудоустройстве участников СВО. Напомним, что этой категории граждан помощь оказывается в приоритетном порядке. На сегодняшний день по этой программе трудоустроено 15 человек и 6 человек направлено на профессиональное обучение. У нас по состоянию на сегодня 144 военнослужащих прошли медицинскую и социальную реабилитацию в учреждениях республики и в санатории Бес-Чагда в городе Якутске. С февраля текущего года также внедрена дополнительная программа для детей, участников специальной военной операции, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Вместе с детьми курс социальной реабилитации могут пройти родители или совершеннолетние старшие братья и сестры, а также бабушки и дедушки. Лучшие учителя, воспитатели, педагоги, психологи и директоры образовательных учреждений съехались в Якутск на декаду профессиональных конкурсов педагогов республики. Представители 32 муниципальных образований отправили делегатов для участия в конкурсе. Для победы в конкурсе будет учитываться компетенция, творческий подход и внедрение новых методик в дело воспитания и обучения детей. Подведение итогов и награждение лучших педагогов пройдет в конце этого года на закрытии Года педагога и наставника в России. Сегодня собрали в этом зале всех участников. Участников очень много. Представителей из 32 муниципальных образований. Масштаб конкурса, охват в этом году максимальный. В предыдущие годы их было меньше, а в этом году больше. Это означает, что интерес к профессии, интерес к конкурсу у нас повысился.
Около 4000 юных дарований из 22 районов республики принимают участие в 11-м международном конкурсе фестиваля «Бриллиантовые нотки». Творческие коллективы выступают по 11 номинациям. Стоит отметить, что впервые в истории фестиваля параллельно проводится отборочный тур всероссийского конкурса хореографического искусства «Танцевальное признание». Специально в качестве члена жюри в Якутск прибыл официальный эксперт конкурса Александр Бондарчук. По итогам двухдневных просмотров будут отобраны лучшие номера и приглашены для участия в финале в городе Москва. Также в этом году выделены специальные призы, 2 путевки в Международный детский центр «Артек» на 8-ю смену, международный фестиваль «Наш дом. Земля» для танцевальных коллективов школьного возраста. То, что вы отражаете в танце, да, вашу идентичность, вашу национальную идентичность, это очень дорогого стоит, и это очень здорово, что вы сохраняете эти традиции. И вот очень хочется показать это всей России. И вот, уверен, что финал, который соберет очень много регионов Российской Федерации, даст возможность людям также и познакомиться с культурой других регионов. Это очень хорошее дело. И это вновь «Утро Якутии». Мы продолжаем говорить об экспедиции. И у нас в гостях 2 Александра. Один из них является руководителем этой экспедиции, а второй – видеооператором. Ну что, до ухода на новостной блок мы поговорили с вами вообще о основной, цели, как все проходило. Ну и, конечно, наверное, происходили какие-то форс-мажорные обстоятельства. Вот, допустим, мы знаем, что в одном из выпусков нашего проекта «Испытан на себе» наш коллега рассказывал о том, как вездеход провалился все-таки по Луне. Вот расскажите, как это было, экстремально, что сделали, как выкрутились? Это произошло у нас в первую ночь. Получается, мы ехали, день закончился. Ехать надо было продолжать движение, потому что мы чуть-чуть отставали от графика. И решили продолжить движение ночью. Но потом практика показала, что ночью ездить лучше не надо, тем более по реке. И ребята поехали в объезд, хотели найти более короткую дорогу. По рации передают, мы провалились, мы уехали вперед, разворачиваемся, приезжаем. Половина машины перекосилась, одно колесо заклинило во льду, расклинило его. Все, начали разгружать технику, там лебедились. Вот минут 30-40 потеряли, вытащили и начали искать место для ночлега. Решили уже в эту ночь не продолжать движение. То есть было и такое, да? Было такое. Ну и как справились, как все это вытаскивали? Техника вторая подъехала и друг друга подтянули, подрубили прорубь, разрубили лед. Все, и одна вытащила другую. Зато, наверное, с точки зрения видеографа хороший контент, Кадры да? были вообще замечательные, конечно. Особенности, я думаю, вы видели во втором выпуске передачи «Испытано на себе», как раз заканчивается моментом, когда раз, ой-ой-ой, и, собственно, заканчивается. Да, было так забавно, что топором подрубают лед. Вот у нас Александр Николаевич говорит, ты там рубишь, а здесь чувствуется, что лед трясется. Вот. Я там в тот момент не думал о том, что лед трясется, мне было интересно где-то кадр сохранить. И, собственно, да, подрубают, машина так чуть-чуть подкосилась, все, ой-ой-ой, как страшно. Все, на самом деле ничего такого супер экстремального. Этот же, по-моему, автомобиль или другой у нас точно так же на Байкале, точно так же в утро, первое утро, точно так же одним колесом сел, и это Тот же автомобиль. Тот же автомобиль, да, только в тот раз он сел левым, а в этот раз правым, поэтому Каждой речке покопаться, в каждой речке побывал, теперь, я думаю, уже все будет фиксировано. Мы сейчас увидим фотографии, вот что это за фото, что запечатлено. Вот это первая ночь, кстати, и мы ночевали возле верстового столба. И такое ощущение, это уже 4 утра, мы проснулись, хотели продолжать движение, и Руслан сфотографировал фотографию, сделал фотографию. И вот такое ощущение, что правый вездеход, и перед ним как будто голова. Вот голова, лицо прорисовано, волосы прорисованы. И всю дорогу было ощущение, что мы едем не одни. Да вы что? Вот 4 члена команды, 2 вездехода, и кто-то нас сопровождал. И день, и ночь. И вот самая была трудная ситуация, это вот с этой ледовой, когда вот провалились. Дальше мы ехали, в принципе, было все хорошо. По мелочам, но все было вот прям... Мистика существует, да? И кто-то окружал нас. Кто-то окружал вас. Наверное, помогал все-таки, да? Мы ведь на Святой Земле Аланхой, и здесь, конечно, мы верим в это. Ну и еще что запомнилось вам? Может быть, еще какие-то яркие моменты? Потому что все равно экспедиция — это, конечно, такое путешествие увлекательное.
что-то, может быть, еще забавное, может, происходило? Запомнилось, что когда мы ехали по Зимнику, Вилюйскому, было много, там температура плюсовая была, и много машин стояло там на обочине, там ждали пробки, не пробки. Первую пробку мы решили объехать между машинами, все, и потом поняли, что для нас преград нету. На Зимнике мы как бы чувствуем себя уверенно. Дальше поверили в себя, начали там по снегу ездить. В одном месте тоже провалились, забуксовали, вытащились нормально. Ребята помогли, кстати, им тоже большое спасибо. И были случаи, когда большая техника, вот эти вот фуры, они стоят, буксуют, в гору поднимаются, не может подняться. Там кто-то сломался, кто-то что-то. Мы своими вездеходами растаскивали эти пробки, чтобы открыть движение. То есть вы еще и помогали Еще по ходу помогали, дела, да, да? То есть да. вот это такое дружественное отношение, да, на дороге существует? Крайне было, что переправа через речку, и машина встала прямо поперек. Все, оттуда пробка, отсюда пробка, и ночь, начинается ночь. До ближайшего пункта дорожной службы было там порядка 150 километров. И вот ребята говорят, типа, вся надежда на вас, мчите, говорите, что мы здесь в засаде, пускай они отправляют трактора. Отправляют помощь, и вот все, включили мигалки и поехали. Ну, мы знаем, что вы затронули уже тему гостеприимства, люди встречали, люди улыбались, конечно, такое было, наверное, для них очень необычное, да, что-то вот такие интересные машины, да, увидеть. А что касаемо людей, вот именно человеческого отношения к вам, как к людям приезжим, может быть, отметите здесь какой-то интересный? Самый яркий эпизод, наверное, из всей нашей экспедиции касаемо гостеприимства, это, конечно, хотелось бы отметить жителей села Чапаево. Это Алекминский район. Когда мы отправлялись из Ленска в Алекминск, то есть мы выехали в Нюи уже на Зимник, на лед, едем, собственно, и видим что-то вдалеке, какие-то флаги, люди стоят. По рации передаем, ребята, это что, по нашу душу вроде стоят? Руслан как раз был на связи, он говорит, походу это нас встречают. Мы останавливаемся, стоят дети с флаг России, флаг Республики Саха-Якутия и флаг Алекминского района. Стоит руководитель местного дома культуры с тарелкой с оладьями, с вареньем, встречает, говорит, мы встречаем вас собственно, на нашей земле, пожалуйста, вот по нашей традиции мы угощаем всех наших гостей оладьями с вареньем. И это было настолько неожиданно. Это было время порядка это было 5:30. Они стояли с 2 часов вечера. Вечера. Они стояли с 2 часов и ждали. Они там попросили детей, чтобы они стояли, встречали нас флагами. Дети там менялись по очереди, как не мерзли. Приехал голова, там, вот этот прям момент прям залез в душу. Очень-очень. Запомните. Да. Ну, раз запомнили, планируете ли вы еще раз вернуться, возможно, уже с новой техникой в летний период? Какие планы на будущее? Даже уезжать неохота, если честно. Уезжать неохота? Обязательно вернемся. Сейчас в мыслях есть маршрут проехать до Охотска, по Якутии и туда, в сторону Магадана, как можно дальше. Но это будет, сейчас будем обсуждать, и в ближайшем, наверное, будущем, может, это летом будет или не знаю, но сделаем. Сделаете. Да. Ну что, мы ждем с нетерпением вас вновь с подобными мероприятиями. Действительно, Якутия очень дружелюбная. Ну и мы рады, когда к нам приезжают различного рода экспедиции, потому что, конечно, это продвижение туристических маршрутов в нашем регионе. Ну и, конечно, благодаря вам многие, возможно, впервые услышат о том, какая у нас республика. Спасибо вам. Ну и продолжая тему передвижений, путешествий, регулярное авиасообщение возобновилось между Владивостоком и китайским городом Харбин в это воскресенье после 3-летней паузы из-за ковидных ограничений. Об этом сообщил губернатор Приморского края Олег Кожемяка, который оказался на борту первого рейса. На кадрах видно, как пассажиры стоят в очереди на регистрацию, сдают багаж, а также гуляют по аэропорту, украшенному воздушными шарами в честь такого события. Кожемяка отметил, что в результате недавних двусторонних переговоров началось усиление приграничного сотрудничества между двумя государствами. В пресс-службе аэропорта Владивостока рассказали, что в Харбин самолеты будут вылетать 3 раза в неделю – по вторникам, четвергам и воскресеньям. Также уже с сегодняшнего дня, то есть 28 марта, возобновятся рейсы по маршруту Владивосток-Пекин. Мы практически 3 года, скажем, не могли посещать друг друга. Были прерваны многие экономические, культурные связи между
Китаем и Россией. Для приморцев это всегда имело большое значение, поэтому двусторонняя встреча, открытие Китая для туристов, для приморцев имеет большое значение и для экономики, для социальной сферы. Долго ждали. Китайцы уже ждали очень долго. Я думаю, что тогда летом, когда это сезон, здесь будет очень много китайцев. Жена китаянка, мы домой летим. Первый раз за 3 года получается. Она очень долго здесь была в России. Да. Впервые увидим бабушку, дедушку китайцев. Да, они еще много не видели. Поехали с сюрпризом с этим. А через 2 месяца в Арабских Эмиратах откроется крупнейший в регионе тематический парк, посвященный морским обитателям SeaWorld Абу-Даби. Одной из его фишек станет самый большой многовидный аквариум в мире. SeaWorld будет содержать более 58 миллионов литров воды и станет домом для более чем 100 тысяч морских животных, включая 150 видов морских животных, таких как акулы, рыбы, скаты, морские черепахи, рептилии, земноводные и беспозвоночные, а также птицы. Посетителей ждет 8 тематических иммерсивных зон. Имитирующие естественные условия обитания, миры были спроектированы с использованием инновационных технологий и самых высоких стандартов защиты животных. Так, например, в зоне Полярного океана туристов встретят ледяные просторы Антарктиды и тундра Арктики. Все будет почти по-настоящему. В этом разделе будет холодно и снежно. Специальный дизайн и температурные режимы сымитируют природные условия в полярных регионах, в которых отлично себя чувствуют и пингвины, и моржи. Соответственно, можно будет увидеть и первых, и вторых. Продолжая тему «Миру животных», якутская птицефабрика на днях вывела несколько десятков тысяч птенцов, которые в эти дни отправятся в небольшое путешествие, а именно в город Мирный. А пока это не случилось, они проходят санитарный контроль. Сегодня в инкубационном цехе номер 1 якутской птицефабрики кипит работа. Из яиц вылупились несколько десятков тысяч птенцов. Это будущие курицы, несушки для нужд совхоза «Новый» города Мирный. Они будут перевозиться, значит, наземным транспортом. 45 тысяч суточной молотки мы сегодня отправляем для них. А такая процедура у вас уже годная идет или как? Да, мы уже на протяжении нескольких лет снабжаем республику суточным молодняком. Так, благодаря работе якутской птицефабрики курами снабжаются помимо Мирного еще и города Нюрба и Нерюнгри. Как отмечают специалисты, каждый цыпленок проходит тотальный осмотр. Расскажите, вот сейчас что непосредственно мы видим? В данный момент идет выборка суточных цыплят. Значит, идет сортировка по качеству, по полу и подготавливаем птицу для вакцинации. Затем они пойдут, партия, для совхоза «Нового». А сортировка как идет? Вот я смотрю, тут есть желтенькие и оранжевые. Вот чем они отличаются? Это порода аутосексная. Она различается по цвету. Петушки желтенькие, молодочка коричневая. То есть, получается, вот тут, например, это одни петушки, да, получается, или нет, как? Это молодочка. Молодочка. Ага. Вот. Это петушок, а молодочка коричневая. При этом цифры с каждым годом только увеличиваются. Так, если в 2019 году они выпустили 107 тысяч цыплят, то в прошлом году эта цифра достигла 156 тысяч. Мы работаем на оборудовании Stimul Inc. У нас 2 выводной зал и инкубационный. В инкубационном 19 суток находятся яйца, потом мы переносим их вот сюда на 3 суток. Каждый период, 4 периода, определенная температура, влажность, вместимость одного такого шкафа 16 128 поголов яйца цыплят.
С помощью такой слаженной работы птицефабрики жители Якутии у себя на местах получают свежее куриное яйцо, мясо курицы и другие продукты. Дмитрий Тымыров, Джулстан Иннокентьев, Якутск. Как мы уже говорили, сегодня необычный день, ведь сегодня можно будет наблюдать парад 5 планет. Это планета Юпитер, Меркурий, Уран, Марс и Венера. Сегодня они выстроятся в одну линию на небольшом участке неба. Уникальное планетарное событие видно будет практически сразу после захода Солнца. Поэтому для оптимальных наблюдений астрономы рекомендуют уехать за город, туда, где свет ночных огней не будет мешать любоваться ночными красотами после заката. И еще одно важное условие – это западный горизонт должен быть открыт для наблюдения. Свидетелем такого парада можно стать, в принципе, и в апреле, но тогда планет будет уже меньше. Сегодня отмечается еще одна дата. Это Международный день нутрициолога. И профессия нутрициолога становится все более популярной. Ну а сам праздник призван разъяснить ее особенности и задачи. До 2023 года нутрициологи отмечали свой профессиональный праздник 10 марта, в день диетолога. Ведь нутрициология и диетология занимаются, в принципе, похожими задачами, но подробнее о различиях и вообще о такой замечательной профессии мы поговорим с нашим утренним гостем. Это Елена Шайхалиева. Она является врачом-эндокринологом, а также диетологом и нутрициологом. Доброе утро. Доброе утро. Вот очень много информации, да, но и самый главный, наверное, первый вопрос. Чем отличается диетология от нутрициологии? Ну, как правильно вы сказали, то есть диетолог и нутрициолог действительно имеют схожие задачи, да, то есть они занимаются подбором правильного рациона. Но основное отличие – диетолог – это все-таки специалист с медицинским образованием, который занимается не только профилактикой, но и составлением лечебного рациона питания, когда человек имеет какие-то заболевания, например, сахарный диабет, подагру, да, и другие там нарушения обмена веществ. А нутрициолог занимается профилактикой, то есть в основном работает со здоровыми людьми и подбирает, учит правильно питаться, да, занимается коррекцией образа жизни. То есть вот основные их отличия. И очень хорошо, когда нутрициолог и диетолог работают в тандеме. Да, то есть тогда мы имеем хорошие результаты на самом деле. Но если вы затронули вот тему того, что все-таки больше приходят к вам здоровые, да, люди, то в чем особенность вашей работы? Вот приходит человек зачастую с какими проблемами? Ну, в последнее время, да, то есть очень радует, что люди действительно стали заботиться о своем здоровье, да, стали заниматься профилактикой, это очень радует. И, конечно же, нутрициологи занимаются подбором правильного рациона питания, да, то есть обучают основам сбалансированного питания. И, конечно, уделяется много времени, да, коррекции образа жизни, то есть нормализация сна, да, подбор физической активности и также подбор нутрицептиков или биологически активных добавок. На дворе у нас сейчас весна, да, время витаминоза, возможно, вот каких-то нехваток, да, вот солнечных лучей, да, что вы порекомендуете нашим зрителям, чтобы пополнить вот запас витаминов и в то же время, чтобы не навредить своему здоровью? Значит, ну вообще в любое время года, да, то есть мы должны сбалансированно питаться, то есть мы должны получать все группы веществ, да, то есть это белки, жиры, углеводы, микро- и макронутриенты, витамины, то есть должны питаться сбалансированно. Весной, конечно, мы должны уделять большое внимание иммунитету, поэтому необходимо включить продукты, которые богаты витамином С. То есть это такие продукты, как квашеная капуста, очень богата витамином С, да, то есть какие-то цитрусовые, ягоды. Продукты включаем богатые витамином А, то есть тоже очень важно для иммунитета. То есть, например, печень трески, морковь, тыква. Продукты, богатые витаминами группы В и железом, то есть это субпродукты, печень, красное мясо. Но, к сожалению, не всегда, даже если мы будем питаться сбалансированно, то в современных условиях жизни для того, чтобы получить вот всю необходимую суточную норму, да, всех витаминов и минералов, то современному человеку нужно съесть 4-5 тысяч килокалорий, да, и тогда мы обеспечим полностью свой организм. Но, к сожалению, это нереально, да, так как современный ритм жизни, да, у нас, то есть много людей, которые находятся в гиподинамии, то есть у нас все равно низкая физическая активность, и в среднем мы расходуем 1600-2000 килокалорий.
И без нутрицептиков, без там, поливитаминов, биологически активных добавок, к сожалению, не всегда удается сбалансированно питаться. Елена, а обращаясь к нутрициологу, необходимы ли какие-то анализы? Или, собственно, можно прийти к вам, и вы уже сами направите, куда надо? Или все можно выявить, в принципе, визуально? Визуально можно выявить. То есть у нас есть так называемая смарт-диагностика, да, то есть это диагностика, которая простая, то есть при осмотре, по жалобам пациентам мы уже можем сориентироваться, да, и какие-то выявить дефицитарные состояния. Но для более точной диагностики, да, то есть более углубленного обследования, конечно, лучше сдать лабораторные анализы, да, сейчас доступны у нас. Мы можем посмотреть кровь и на витамины, и на минералы, да, и более точно подобрать какие-то добавки. Ну а вот чаще всего жители Якутии, да, обращаются с какими вопросами к вам, да, потому что все-таки у нас и суровый климат, да, и, возможно, далеки мы еще от правильного питания, да, потому что у нас нет этой возможности покупать хорошие овощи, фрукты. Вот чаще всего с какими проблемами? Но чаще всего я вижу, да, то есть так как у нас йодефицитный регион, да, то есть у нас эндемичный регион по йоду, и очень часто приходят с дисфункцией щитовидной железы, да, то есть это дефицит йода. Это дефицит витамина D, так как все-таки мы проживаем в таких суровых климатических условиях, да, и солнце мы видим полгода, вернее, не видим, да, это очень часто у женщин репродуктивного возраста это дефицит железа. Ну, то есть вот основные такие проблемы. А у нас в Якутии много специалистов именно в этой сфере нутрициологии? Ну, в последнее время, да, так как это стало востребовано, то есть количество специалистов увеличилось, да, это радует на самом деле. А можно ли как-то, допустим, узнать все-таки, человек профессионал своего дела, да, или, может быть, он все-таки, ну, так, мало знаком с этой темой, но хочет себя называть нутрициологом? А что мы можем запросить, какие-то документы, да, или как? Ну да, то есть как бы если это диетолог, то это все-таки врач, да, то есть у него есть диплом, подтверждающий профпереподготовку по диетологии. Ну а нутрициолог — это специалист, прошедший какие-то курсы, да, то есть, ну, у него также может быть должен быть, вернее, какой-то сертификат, подтверждающий его образование в каком-то количестве там часов. Кто-то проходит месячные курсы, у кого-то обучение длится год или два, ну, соответственно. Елена, а это все-таки миф или правда, что если хочешь вот прям похудеть, то бегом к нутрициологу, результат будет налицо? Ну, это правда. Правда? Да, это правда, да. То есть, так как нутрициолог может скорректировать рацион, да, и это в основе лежит, потому что назначение прям вот нет каких-то волшебных добавок, которые мы могли бы принимать, да, какой-то волшебной таблетки, и коррекция рациона питания, подбор сбалансированного питания, то есть это является основой. Поэтому, конечно, нутрициолог поможет. Поможет. Да. А все-таки сегодня нутрициологи работают в государственных учреждениях, в поликлиниках. Есть такие специалисты или это все частные клиники? К сожалению, нет. Нет. Да, то есть это все-таки частные клиники, да. Елена, ну мы сейчас дадим вам возможность обратиться ко всем нашим телезрителям, потому что все-таки такие специалисты у нас, как вы говорите, есть в республике, но нас мало, и я думаю, будет полезно обратиться к нашим зрителям. Хотелось бы пожелать крепкого здоровья, иммунитета. И занимайтесь, пожалуйста, профилактикой, да, то есть заранее задумывайтесь о своем здоровье. Ну и, конечно, хорошего весеннего настроения. Спасибо большое вам, Елена, за такую вот полезную информацию. Но мы, конечно, уверены в том, что ваша работа, она приносит результаты, и качество жизни якутян улучшается именно благодаря вот такой вашей профессии. Спасибо. Спасибо. Ну а мы продолжаем тему здоровья, и в нашем эфире хотим представить нашу постоянную рубрику по вторникам – это «Книжная полка». И сегодня в рекомендациях по чтению книги о врачах, вернее, о врачебных историях и чудесных историях исцеления. Доброе утро. Сегодня в рубрике «Книжная полка» на телеканалах Якутия-24 НВК Сахам поговорим с вами о серии книг, которая называется «Спасая жизни. История от первого лица». Авторами этой серии являются заслуженные мировые врачи, такие как Лиза Уолдер, Сью Блэк, Пол Сьюарт и другие. Сейчас я в руках держу 3 книги из этой серии, которые я успела прочесть, а их порядка 15. Итак, это «Доверьтесь мне, я доктор»,
Борьба за жизнь, записки из скорой и записано на костях тайны, оставшиеся после нас. Это истории об экстренном изъятии садовых ножниц из затылка, о спасении жизни ребенка, утонувшего полчаса назад. Это исследование природы, сознания и механики, облегчение боли и сведения о том, что же происходит с человеческим телом после его смерти и как можно распорядиться с его останками. Ну и, конечно же, это прекрасные истории о невероятных подарках в виде второго шанса на жизнь и многое другое. Книги из этой серии выполнены в одном видеообразии, в твердом переплете. Обложки этих книг украшают реальные фотографии докторов-авторов. Ну и, в общем-то, друзья, в этом выпуске я не могу пожелать вам приятного чтения, поскольку такие книги априори не могут быть приятными, но полное погружение в жизнь ангелов в белых халатах вам гарантировано. И позвольте напомнить, дорогие друзья, что эти и другие книги вы можете одолжить в нашей национальной библиотеке, либо прочесть их в электронном варианте в приложении Литрес абсолютно бесплатно. Стоит лишь только стать нашими читателями. До новых встреч! Замечательная возможность провести свое свободное время с пользой – это, конечно, чтение книг. Ну и зачастую мы, конечно, смотрим замечательные кинофильмы. Один из них – это «Служебный роман». Давайте же сейчас узнаем, почему в фильме «Служебный роман» были использованы гвоздики. Доброе утро, дорогие телезрители! Наверное, каждый, кто смотрел «Служебный роман», помнит сцену, в которой товарищ Новосельцев тайно дарил букет Людмиле Прокофьевне. И букет этот был из гвоздик. То, что это были гвоздики, совсем не случайно, потому что гвоздики были, наверное, самым популярным цветком в Советском Союзе. И причиной тому было несколько. Во-первых, гвоздики были самым доступным цветком. Они продавались практически круглый год. И купить их не было особых проблем. Правда, и цветовая гамма была невелика. Можно было чаще всего купить красные гвоздики. Иногда, правда, попадались белые и очень редко пестрые. А вторая причина – эта причина будет уже политическая. Как ни странно, но популярность гвоздики создали партийные работники. Именно они во время торжеств, праздников, возложения цветов использовали гвоздики, которые дарили ветеранам, женщинам и любым лицам при их награждении. Кроме того, гвоздика является символом мужества и борьбы. Поэтому, наверное, не случайно вождя мирового пролетариата изображают именно с гвоздикой в петлице. Надо сказать, что еще и гвоздика символизирует победу в Великой Отечественной войне. Поэтому этот цветок мы часто встретим на плакатах, посвященных Великой Отечественной войне, победе в ней. Но с гвоздиками более-менее все понятно. Но откуда же появилось это слово «гвоздика» и связано ли оно как-то со словом «гвоздь»? Здесь дело осложняется тем, что слово «гвоздика», как наименование цветка, имеет омоним, то есть слово, которое имеет одинаковое звучание, одинаковое значение, но совершенно не связано по значению. Словом гвоздика еще и называется пряность, цветки гвоздичного дерева. Слово гвоздика, как наименование цвета, пришло к нам от немцев, из немецкого языка. Немцы называли гвоздику гвоздикой, потому что ее приятный аромат напоминал им запах пряности. А если посмотреть с точки зрения биологии, то гвоздика как цветок и та гвоздика, которую мы можем купить в магазине в виде пряностей, ничего общего между собой не имеют. Давайте говорить правильно. Всего доброго. Давайте говорить правильно. Хороший такой, знаете, лозунг для утреннего эфира. И действительно, эта рубрика очень полезна, и наши телезрители ее любят. Ну а далее мы с вами научимся, как правильно нужно контролировать свои расходы. С
Съел печенье, перекусил бутербродом, кинул сахар в чай и уже 400 лишних килокалорий. С деньгами все так же. Чашечка кофе в кофейне по пути на работу, еще один днем из автомата, в месяц, а затем в год набежит кругленькая сумма. А можно сократить, а еще лучше избежать лишних расходов, поставив на работе, например, кофемашину. Кредитные карты – это невероятно удобный финансовый инструмент. Однако следует внимательно отслеживать траты, чтобы не накопить долги с процентами. Лучше, конечно, своевременно гасить задолженность и изучать тарифный план. Необдуманные покупки во время шопинга для многих являются главной статьей расходов. Скидки и распродажи, как правило, являются причинами безрассудных трат. Постарайтесь не ходить в торговые центры в плохом настроении, так как именно в эти минуты легче всего поддаться соблазну. Не сразу покупать понравившуюся вещь, а подумать и прийти за ним на следующий день, если к этому времени намерение купить не поменялось. А лучше всего составлять списки необходимых покупок. Также экономить можно каждый день по мелочам. Например, не покупать полиэтиленовые пакеты, а носить с собой тряпичную сумку. Наливать воду с собой, а не покупать в бутылке. Последние несколько лет мы наблюдаем небывалый рост популярности потоковых и стриминговых ресурсов. Получили возможность смотреть фильмы, сериалы в любом месте, в любое время, слушать музыку и использовать другие развлекательные сервисы. И каждая подписка – значительный источник расходов, поэтому стоит ограничиться самым необходимым количеством услуг. Не оформлять подписок с бесплатным периодом, чтобы не забывать потом отменить, и внимательно следить за списком сервисов, ведь некоторые из них снимают деньги незаметно для пользователя. Туяра Филиппова, Виктор Дичковский, Якутск. Ну а сейчас я передаю слово Кристине Якуповой из новостного отдела. 100 лет назад на легендарной земле Сасыл-Сасы было положено начало окончательного разгрома контрреволюции в Якутии. Жители Амгинского улуса, абаги и приглашенные гости собрались почтить светлой памятью героев гражданской войны, отдавших жизнь на полях ожесточенных сражений. В этот день торжественно открыли мемориальный комплекс Сасыл-Сасы. В рамках мероприятия прошла историческая реконструкция битвы между отрядами красных и белых под командованием Ивана Строда и Анатолия Пепеляева. В инсценировке приняли участие свыше 160 человек из разных улусов и города Якутска. Открытие мемориального комплекса, посвященного ледовой осаде Сахал-Сахи, это очень такое знаменательное историческое событие для Республики Саха-Якутия, да, и особенно для патриотического воспитания наших детей, потому что в тех условиях, в которых находится сейчас страна, очень важна память историческая, понимание тех устоев, которые защищали и наши предки, да, и которые сейчас защищают наши ребята. И это один из таких важнейших исторических элементов для понимания вообще в целом будущего республики и вообще будущего нашей страны. Хирурги, офтальмологи Якутской республиканской офтальмологической клинической больницы провели операции в Нюрбинском районе. Жители получили прекрасную возможность, не выезжая в столицу региона, сделать операции при первичной катаракте. Их проводили бесплатно по системе обязательного медицинского страхования, методом факоэмульсификации катаракты, бесшовно через маленький разрез. Далее выездная бригада продолжит свою работу в Сунтарском и в Вилюйском улусе. Планы ворота у нас должны за этот выезд сделать 109 операций. Вчера прооперировали 29, сегодня сделали 39. И еще предстоит посмотреть 27 пациентов. И завтра будет где-то 40 операций должны сделать. Предварительно пациенты должны пройти обследование в поликлинике, встать на очередь на диспансерный учет. После того, как набралось достаточное количество пациентов, местные врачи с главным врачом вызывают, пишут заявку на нашу больницу, мы приезжаем, оперируем подготовленных пациентов.
В Бердигистяхе завершилась спортивная спартакиада работников жилищно-коммунального хозяйства центральных районов. В двухдневных спортивных баталиях представители Хангаласского, Кобяйского, Алекминского и Горного районов, а также города Якутска выявляли сильнейших в 8 видах спорта. Спортсмены-коммунальщики Горного района, победив в 5 видах спорта из 8, стали обладателями Большого кубка. Все победители и призеры спартакиады были награждены памятными кубками, медалями и денежными вознаграждениями. Совсем скоро все отличившиеся спортсмены будут защищать честь центральной группы районов на республиканском финале. В принципе, участвуют все хорошо, все достойны в соревнованиях. Нынче мы участвуем первый раз. Ну, я думаю, мы достойно показали себя на этом турнире. Объект очень хороший, в принципе, достаточно освещения. Все удобно, в принципе, на высшем уровне. Мне нравится. Соревнование по подледному лову рыбы среди детей «Юный рыбак» состоялось в Хангаласском улусе. Участие приняли 18 ребят в возрасте от 10 до 16 лет из Якутска, села Хатасы и Намского улуса. Через 5 минут после старта соревнований была выловлена первая рыба «Окунь». Его поймал Тимур Артамонов, учащийся школы номер 17 города Якутска. Он и стал победителем. Общий вес выловленной им рыбы составил 2 килограмма 315 грамм. Участвует сыну 11 лет, он впервые. Особо у нас опыта зимней рыбалки нету, вот учимся, смотрим. Впервые вот пробуем свои силы. Организация очень хорошая, что интересно, то что у детей азарт появляется, да, когда вот они сами вытаскивают, такой прямо эмоции зашкаливают, все сразу такие, поймал, такие побежали смотреть, что он поймал, да. Но с детьми намного такое эмоциональнее, интереснее проходит. К этому часу у нас вся информация, мы продолжим следить за развитием событий. В эфире «Утро Якутии», и давайте поговорим немножко о новостях в мире культуры. Народный театр Аймеконского улуса «Металлург» вот уже более полувека радует своих поклонников. На сцене родилось немало самодеятельных артистов, поставлено множество различных спектаклей. Очередную премьеру посетители увидели и также увидели наши коллеги. Марина Рубан на сцене более 10 лет. Говорит о репертуаре и коллективе. Мы комедии любим. Мне кажется, не хватает нам немножко в жизни какого-то веселья. Вот, особенно вот и сейчас так. Вот хотелось бы что-нибудь такое легкое, комедийное. Коллектив у нас очень хороший. Мы все дружные, все друг за друга, помогаем друг другу. На этот раз на суд зрителей вынесен спектакль «Золотая лавина» по пьесе Валентина Красногорова. Это трагикомедия, гротеск, где главный герой – миллиард. Я играла роль учительницы. Во-первых, мне эта роль, конечно, по духу, в плане гуманном. Но так как у нас сам замысел спектакля совсем другой, и роль мне, как сказать, совсем не мое внутреннее состояние, но играть мне ее очень нравится. И все же режиссер не позволила городу превратиться в пепел. История предполагает продолжение. Я Валентина Красногорова, думаю, правильно поняла этого драматурга, что это был рассказ. Если вот дама говорит, если ты не примешь эти деньги и не станешь строить завод, тогда город превратится в пепел. И поэтому падчерица, эта девочка, говорит, что я буду строить завод. И поэтому я на такой ноте закончила, финал сделала. Зрители поняли и приняли пьесу. Зал живо реагировал на происходящее на сцене. Финал – бурные аплодисменты. Моя соседка играла в этом спектакле. Они все очень талантливые, и тема мне зашла. Это прикольно. Это все связано вообще с совестью, честью. Вообще это актуально. Прикольно и круто. Можно размышлять вообще долго над этим спектаклем. Да.
Светлана Поцелуева, Андрей Неустроев, Уснера. Перенесемся из Аймиконского улуса в Москву, где прошла премьера новой картины якутского режиссера Степана Бурнашова «Айта». На показ пришли известные деятели индустрии кино и телевидения, а также наши многочисленные земляки. Фильм рассказывает о гибели школьницы и поисках виновных в этом преступлении. И, по мнению критиков, получился захватывающий триллер в лучших традициях умного Голливуда. Лента уже стала триумфатором кинофестиваля «Зимний» с наградами за лучшую режиссуру и лучшую мужскую роль. В общероссийском прокате картина выйдет уже с 30 марта. Каждый проект дает многое, да, и в опыте работы тоже, да, и я всегда учусь на своих проектах. В детективном ключе это моя первая работа, но я не специально выбирал жанр. У меня всегда истории выбирают жанр, в рамках которого они будут рассказаны. И зачастую у меня получается не один жанр, а несколько. Именно на эту картину мы завтра разыграем пригласительные. Поэтому обязательно оставайтесь завтра с нами. Все условия будут в нашей телеграме. И, возможно, кто-то из вас получит пригласительное на 2 персоны. И вы сможете увидеть этот детектив нашего режиссера Айта. Ну что, мы увидимся завтра. Подписывайтесь на наш телеграм-канал. И до новых встреч. Доброго вам утра.